Приветик, ребятки! Здравствуйте, друзья! В эфире детская информационная служба «Гора новостей». Аура событий Лейла Хамидуллина. И Оскар Николаев. А вот что вы увидите совсем скоро. Сегодня в выпуске. Где становятся пионерами? Как прошел вальс выпускников? Где блистает созвездие талантов? И какие ребята уже больше никогда не придут в школу? Все это и намного больше в «Горе новостей». Так что смотри и не переключайся. На календаре 31 мая. Последний день весны. Завтра уже лето, и столько всего будет происходить. Первый день лета встречаем по традиции широко и весело. Ведь как лето встретишь, так его и проведешь. Завтра в Арт-квадрате наш детско-юношеский телеканал «Тамыр» проводит мега-вечеринку. В парке Якутова будет концерт от лучших детских коллективов Уфы. В концертном зале «Башкортостан» пройдет финал конкурса «Созвездие талантов». Предлагаю напомнить, кто дошел до полуфинала, который был буквально недавно. Что делать, если ты талантлив? Конечно же, участвовать в конкурсах. «Гора новостей» на очередном этапе «Созвездия талантов». В Башкирской государственной филармонии имени Хусейна Ахметова проходит основной тур 13-го открытого конкурса творчества и достижений в образовании среди детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Всего приняло участие около 200 детей и подростков из районов и городов Республики Башкортостан. Анелия, расскажи про свое стихотворение. Мое стихотворение про мой город Учалы. Я его выбрала, потому что я люблю свой город, а как этот город очень маленький, его мало кто знает. И я таким способом решила рассказать про свой город. Гала-концерт совсем скоро. Нужно выбрать самых крутых исполнителей в нескольких номинациях. Ведь победить здесь – это большая честь и, можно сказать, билет в будущее. Ведь этот конкурс за столь многолетнюю историю помог добиться больших высот в жизни многих ребят. Почему вы участвуете в конкурсе? У нас многодетная семья, нам интересно участвовать в конкурсе, мы собираемся и репетируем на скрипках. Это очень весело и интересно быть большой компанией. Мы сегодня будем исполнять «Пиратов Карибского моря». Конкурс представлен в 9 номинациях: вокальное исполнение, музыкально-исполнительное искусство, танцевальное искусство, жестовое пение, оригинальный жанр, художественное чтение, взрослый плюс ребенок, дизайн одежды для ребенка с ограниченными возможностями здоровья, образование и наука в 3 категориях: дети-сироты, дети погибших участников СВО, дети из многодетных семей, дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья в 3 возрастных категориях: с 5 до 10 лет, с 11 до 15 лет, с 16 до 21 года. Кто же стал лучшим? Совсем скоро гала-концерт, и тут будут блистать настоящие звезды. Будем держать вас в курсе. Мама Бекбаева, Булат Закирьянов специально для «Горы новостей». Хамай, спасибо. А мы продолжаем рассказывать новости. Комитет по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о штрафах за нарушение ПДД для лиц, использующих электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, моноколеса и прочее. Размер штраф будет от 500 до 30 тысяч рублей в зависимости от серьезности правонарушения. Пока закон не приняли, но все в процессе. А прямо сейчас предлагаю посмотреть материал о том, как школьники завершили учебу. Самый важный школьный танец – это вальс. Ежегодно ученики со всего города собираются, чтобы попрощаться со школой. В Уфе в очередной раз состоялся общегородской праздник «Последний звонок». Это уже старая добрая традиция. Участниками торжественных мероприятий на площадке Конгресс-холла Таратау стали выпускники всех столичных школ, а также их учителя и родители. Праздник начнется с исполнения вальса «Школьные годы», который перейдет в гранд-вальс «Уфимские липы» на музыку Рима Хасанова. Долго ли вы готовились к вальсу? Готовились с начала учебного года, с сентября. Один раз в неделю репетировали достаточно долго, весь год. Репетиции дались очень легко. Проходили весело, классно. Гранд-вальс приурочен к 450-летию города.
объединит выпускников в этот торжественный для них день. Также в концертной программе хор учителей и выпускников флешмоб. В этом году школу Уфы оканчивают более 4000 выпускников 11 классов. Что ты пожелаешь себе и выпускникам? Я пожелаю через 3 месяца найти то окружение, в котором будет приятно находиться на протяжении следующих пары лет, и чтобы в душе каждого из вас оставался тот маленький беззаботный школьник, которыми мы были на протяжении нашей учебы. Повезло в этот раз с погодой. Ребята очень ждали этот день, готовились весь год. И это того стоило. Парк Ватан полон вчерашними школьниками, завтрашними студентами. Выглядит очень зрелищно. Есть ли жизнь после 11 класса? Да, конечно, жизнь после 11 класса присутствует, и она только начинается. 11 класс – это точно не точка в жизни, экзамены не решают все. Если у тебя ничего не получилось, ты все равно можешь пробиться, идти вперед и не переживать. Это просто как этап жизни. Это просто очередной этап нашей жизни. После этого идет еще другой. Следующий этап – это уже университет, взрослая жизнь. Так что я считаю, что это далеко не конец. Впереди у выпускников важные экзамены, ответственный выбор на пути к профессии и незабываемый выпускной. Все они надеются верно построить жизненный путь и реализовать заветные мечты. Самая красивая школьная традиция. И пусть ребята запомнят этот день навсегда. Самира Ахунова, Татьяна Никитина специально для Горы новостей. Самира, спасибо. Вальс — это очень красиво. Обязательно тоже так буду кружиться, тем более, что я умею. Девчонки и одноклассницы Оскара, бронируйте себе такого партнера. А прямо сейчас предлагаю посмотреть сюжет о том, как прошел последний звонок в одной из уфимских гимназий. 11-9 класс, май, пробники, экзамены, переживания и последний звонок. Неужели все закончилось или только началось? В Республиканской полилингвальной многопрофильной гимназии номер 1 в спортивном зале проходит последний звонок для 11-классников. За этот год выпускаются 15 тысяч школьников со всего Башкортостана. Это очень важное событие в жизни каждого выпускника. Кажется, только недавно нынешние школьники робко и неуверенно шли в первый класс, а сейчас все школьные годы позади. Звонки на перемену, долгожданные пятерки и школьные обеды. Расскажи об этом празднике. На сегодняшнем выпускном выходили дети, первоклассники, которые напоминали 11-классникам о том, какими маленькими они были, провожали их в последний путь во взрослую жизнь и пожелали им всего самого лучшего. В следующем году я также буду выпускницей, и я уверена, что я тоже буду грустить, плакать, потому что это очень милое событие. Скоро выпускникам предстоит сдавать экзамены, которые отчасти решат их судьбу, а некоторые уже сдали, например, по литературе, географии, химии. Школьники стоят и слушают со слезами на глазах и улыбкой на лице последние теплые слова их учителей, а также хорошо подготовленные смешные стишки первоклассников, которые напоминают прекрасные годы. Расскажи про мероприятие. Мероприятие у выпускников. Мы рассказываем там стихи. Они должны вспомнить, какими они были в первом классе, что у них было, и посмотреть на нас. Как вы готовились? Нам вначале раздали стихи, потом мы каждый день ходили то в класс, то в спортзал, репетировали, учились, как надо ходить, с каким выражением говорить. Как ты думаешь, такой праздник нужен? Да, для выпускников такой праздник нужен. Он помогает им вспомнить, какие они были в детстве, что они тоже были такие же маленькие. И им еще этот праздник нужен, чтобы они с нами повидались, потому что больше уже школа закончилась, они уже сюда не придут. В первый класс вы пришли и читать, и писать не умели. Мы цветы принесли. Помнишь, школьную форму надели. Последний звонок является символом уходящего детства. Не только вся школа выступает для выпускников, но и выпускники выступают для всей школы. Скоро выпускники узнают, какие знания, подаренные школой, окажутся полезными.
Пожелаем школьникам удачи, светлого будущего и много денег. Давлятова Григорова Валерия, Татьяна Никитина, специально для «Горы новостей». Лера, спасибо. У меня тоже был последний звонок, ведь я девятиклассница. Поздравляю! А вот еще кого можно поздравить с новым этапом. В городе Сибай состоялось республиканское туристско-краеведческое соревнование среди победителей зональных этапов коррекционных школ и школ-интернатов Республики Башкортостан. В программе туристического слета были предусмотрены следующие этапы: ориентирование, лабиринт, туристические узлы, вертикальный маятник, параллельные перила, траверс и подъем по склону, самостраховка, переправа по бревну, движение по кочкам, преодоление препятствий с помощью ромба. По итогам этапа краеведения призовые места заняли следующие школы. Первое место – Белорусская коррекционная школа. Второе место – Стерлитамакская коррекционная школа номер 25. Третье место – Туймазинская коррекционная школа-интернат. По итогам двухдневных соревнований призовые места заняли следующие школы. Первое место – Белорецкая коррекционная школа. Второе место – Туймазинская коррекционная школа-интернат. Третье место – Стерлитамакская коррекционная школа номер 25. Ура, ребята, молодцы! А прямо сейчас посмотрим на ребят, у которых в жизни тоже теперь новый этап. Пионерской организации Кармаскалинского района пополнение. 426 детей вступили в ряды района детской общественной организации «Дружный улей». По доброй традиции накануне Дня пионерии большую семью юных пионеров пополняют новые ребята. Вот и в этом году более 400 учащихся 4-х классов из 22 школ района стали пионерами. Что значит быть пионером? Пионер – это человек, который очень помогает всем людям, который не скажет нецензурную речь и помогает малышам, престарелым. Это значит, что ты должен участвовать во всех мероприятиях, быть активным и быть примером для младших. Пионером быть значит быть честным, добрым, помогать младшим, уважать старших и всем помогать. Наступил волнительный момент. Ребятам в торжественной обстановке повязали пионерские галстуки. Они с большим волнением давали клятву, осознавая, что их ждет не только увлекательная жизнь, но и большая ответственность. Я хочу вступить в отряд. Пусть он делам моим будет рад. Клянусь законы выполнять, природу нашу защищать. Что означают цвета на пионерском галстуке? Цвета на пионерском галстуке, вот это флаг Республики Башкортостан. Красный, малиновый по-другому, это знак памяти. Пчелка – это символ пионеров и знак труда. После торжественного мероприятия все с удовольствием посмотрели художественный фильм «Частная пионерская». Юлия Нигматуллина, Азамат Курмашев, детская медиастудия «Тиктормаз», Дома пионеров и школьников села Камыскалы. И на этом все. С новостями и событиями дня тебя знакомили Оскар Николаев И Лейла Хамидуллина. Включай нас каждый день и будь на вершине событий. Пока-пока!